Хан из казахских степей, которого знали и в Азии, и в Европе. Его имя боялись князья Руси. О нем говорили в ханских ставках Орды и даже в дворцах Востока. Это был Тохтамыс, последний великий хан Золотой Орды. Он родился в Дэшти-Кыпчаке, на землях современной Казахстана. Потомок Чингисхана, но в юности он потерял власть и стал изгнанником. Судьба свела его с Тамерланом. Под его поддержкой Тохтамыс вернул трон и снова объединил раздробленную Орду. Но чтобы доказать всем свою силу, нужен был поступок, который запомнят. В 1382 году, после Куликовской битвы, Москва перестала платить дань. Тогда Тохтамыс повел войска на север. Москва закрылась за крепостными стенами. Хан обещает пощаду, и горожане открывают ворота. Но это была лишь уловка. Воины Орды ворвались внутрь, город запылал. Летописи писали, там Москва горела, как свеча. Русские князья еще долго помнили этот удар. Это было не просто разрушение. Это был холодный расчет. Показать всей Руси, что Орда все еще жива. Это было не просто жестокость, а политический шаг, чтобы удержать власть над всей Русью. После этого московские князья снова стали платить дань Орды. Так Степной хан вошел в историю, как правитель, имя которого знали и в Азии, и в Европе.